Всем доброго утра, хорошего настроения. С вами Руслан Учиров и Вероника Тамтосова. Начинаем новый рабочий день не только в хорошем настроении, но и с последними новостями, лучшими советами и прекрасными гостями. И все это не выходя из дома. Ну что, несмотря на то, что на улице небольшое такое похолодание, мы постараемся сделать сегодняшнее утро по-настоящему теплым и бодрящим. Ну а также приглашаем вас присоединиться в нашу команду в мессенджере Max с помощью QR-кода, который вы видите на экране. Ну а также на телеграм-канал «Утро Якутии», где сегодня, именно в телеграм-канале, мы сделаем очень хороший подарок кому-то из наших, одному из наших подписчиков. Представляете, удивительное утро. И вам погоду расскажут, и с гостями познакомят, и еще, может быть, подарок вручат. Все это зависит только от вас. Ну, а что зависит от погоды, узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах сегодня 9-2 градуса выше 0, в заречной группе плюс 16, плюс 1, в южных от 7 до 1 градуса тепла, в Вилюйской группе от 11 до 0 градусов, в Нижнеленске плюс 6, минус 2, в западных от плюс 12 до 1 градуса холода, а в Колымо-Индигирской группе Усов плюс 20, минус 2, в Янских от 0 до минус 5, но на северо-западе плюс 8, минус 7 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура составила 2 градуса тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер 4 метра в секунду. Западный. Сегодня днем небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 9-14 метров в секунду. Температура, прохладно, плюс 6, плюс 8 градусов. Ну, слушай, мне показалось, что даже снег немножко идет. Да, сегодня с утра чуть-чуть я видел снежинки. Но даже в прохладное утро есть способ быстро согреться, и это не горячий кофе и не горячий чай, а наше собственное тело. Прогоним утреннюю скованность, разбудим суставы и поднимем пульс жизни. Энергичная утренняя зарядка прямо сейчас. Всем привет! С вами на связи тренер Света Миронова, и сегодня я вам проведу зажигательную, энергичную зарядку. Итак, первым делом мы с вами сделаем хороший вдох через нос, вытянулись, и на выдохе наклоняемся. Еще раз. Хороший вдох, настроились, выдох, последний раз. Сделали хороший вдох и выдох. Отлично. Мы с вами берем ручки за голову и на выдохе поднимаем наши ножки и сразу начинаем. Локоть, колено работаем. Каждый раз на выдохе. Вдох, выдох. И давайте еще 10 раз. Немножко энергичнее работаем, чтобы взбодриться. 5, 6, 7, выдох. Еще чуть-чуть. 8, 9, 10. Отлично. Сразу отсюда поднимаем ножку и крест-накрест, скрещивая руки, касаемся наших ног. Разворачиваем полностью наш корпус. Еще немножко. Давайте. 5, 4, 3, 2. Есть. Супер. Сразу следующее наше упражнение — приседания. Ручки также держим за голову и пошли. Отводим таз, присели, поднимаясь, крест-накрест, локоть, колено. Работаем. Выдох. Вдох. Выдох. Еще немножко. Вдох. Выдох. Держим корпус. Не сутулимся. Спина у нас ровная. Еще давайте. 3, 2. Есть. Супер. И напоследок давайте мы с вами выполняем упражнение джампинг в легкой вариации. Выдох. Вдох. Выдох. 5, 4, 3, 2, 1. Есть. И отсюда давайте мы с вами вытянемся хорошенечко наверх. И выдох. Наклонились. Еще раз. Вдох. Выдох. Ручку взяли на замочек, ножки поставили широко и вытягиваемся вперед. 3, 2, есть. Ручку взяли за голову, давим на локоть и немножко мы с вами сейчас растягиваемся. 3, 2, есть. Отлично, супер. Локти поставили на коленки и приседаем, разводим колени. Вдох, выдох. Еще раз. Давайте. Раз, 2 и напоследок 3, 4. Хорошо. И еще раз. Сделали вдох, выдох. И на этом все. Спасибо всем. До скорых встреч.
Надеюсь, у вас поднялось настроение после нашей утренней зарядки, ведь это очень полезная привычка, которая может побороть даже депрессию. Свежее исследование показало, чем больше у вас мышечной силы, тем больше объем гиппокампа в мозге. Рассказываем, как именно тренировки перестраивают работу мозга и почему силовые упражнения работают лучше антидепрессантов. Гиппокамп не только регулирует стресс, но и отвечает за память, обучение и когнитивные способности. У людей с большей мышечной силой объем гиппокампа выше, а значит, они лучше справляются с тревогой и имеют меньший риск возрастных когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера. Как показало исследование, каждые дополнительные 5 килограмм мышц снижали вероятность депрессивных расстройств на 5,7%. Согласно недавнему мета-анализу, аэробные упражнения эффективно снижают тревогу, а вот силовые тренировки дают максимальный антидепрессивный эффект. Базовые движения со штангой, приседания и жимы запускают выработку нейротрофических факторов, которые буквально ремонтируют нервные клетки. Как известно, гиппокамп – это главный регулятор стресса. Он гасит выбросы кортизола, не давая хроническому напряжению разрушать организм. Тренировки увеличивают его объем и плотность серого вещества, делая нервную систему устойчивее к внешним раздражителям. Масштабный анализ данных более 4800 человек показал, участники с самой большой мышечной массой были защищены от депрессии на 44,1% лучше тех, у кого мышц было меньше всего. Исследователи подчеркивают, что физически слабые люди сталкиваются со стрессом на 42% чаще. Это прямой сигнал: слабые мышцы, уязвимая психика. Очень мотивирующий сюжет. Ну, Надо мне заниматься кажется, в да. спортзале и набирать мышечную массу. Интересно только, что прекрасной половины было больше. Ты заметил? Нет, ну, Вот может обычно- это как раз тоже зависимость, что у нас стресса больше, мы к депрессии склонны, и мы больше ходим в спортзал. Не знаю, мне кажется, полные люди, они тоже такие спокойные и особо не депрессируют. Ну ты у нас вообще позитивный человек, если ты веришь Но в во мне и 50 на 50. И мышцы, и лишнего Не, ну веса. на самом деле все хорошо в меру, поэтому заниматься в зале это классно, и если это помогает вам бороться со стрессом, это ваш рецепт борьбы со стрессом. Может, у кого-то есть другой рецепт, но однозначно здоровый образ жизни, в здоровом теле, здоровый дух никто не отменял. Да, и особенно, я думаю, люди, кто занимался физической культурой и ходят в спортзалы, замечают, что реально после физической нагрузки у тебя всегда Настроение улучшается повышается, да. настроение. Ну а сейчас давайте узнаем, какие самые актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Более чем 400 многодетным семьям в Якутии пересчитали единое пособие. Отделение соцфонда произвело проактивный пересмотр отказов, вынесенных многодетным семьям из-за незначительного превышения доходов. Выплата будет установлена в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка в Якутии и составит 16 228 рублей в первой северной зоне республики, 13 592 рубля 50 копеек во второй зоне. Пересмотр коснется семей, чей средний душевой доход не превышает в 36 806 рублей для первой зоны региона и 30 829 рублей для второй зоны. Важное условие: заявление на единое пособие должно быть подано в последнем месяце периода назначения или в течение 3 месяцев после окончания выплаты. В Якутске, между тем, продолжается капитальный ремонт улицы 50 лет Советской Армии. Реконструкция дорожного полотна началась в прошлом году, завершится в ноябре 27-го. За 3 года одна из самых загруженных магистралей города сильно изменится. В текущем году на участке улицы Бабушкина до Ливаневского будет сделан весь комплекс работ. А это непосредственно дорога, тротуары и освещение. После реконструкции дорога на всем протяжении от Калевицы до Бабушкина станет 4-полосной. 3 слоя асфальтобетонного покрытия позволят выдержать движение больших грузов. По обеим сторонам дороги будут плитные тротуары, газоны и велодорожка. Также обустроят новые водоотводные потоки и уличное освещение. Сегодня начались работы по прокладке водопропускной трубы. В связи с этим участок будет полностью перекрыт для движения. На сегодняшний день у нас, получается, будут с 25 мая по 30 мая закрыт данный участок. Это, получается, на пикете 14+30. Это вот рядом, получается, от речпорта от Ливаневского перекрестка.
в связи с тем, что у нас будет укладка водопропускной трубы. Ну, у нас, в принципе, все сведения окружная администрация выставила на сайте, какие обходные вот эти есть заезды, проезды. Не все абитуриенты этого года смогут даже за деньги поступить в ВУЗ на желаемую специальность. Под удар попали те из них, в которых мало или вовсе не нуждаются работодатели. Это, например, юристы, управленцы, экономисты, архитекторы и стоматологи. Такими данными поделились в Департаменте государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки. Координировала предложение межведомственная рабочая группа по вопросам платного обучения при Минобрнауке России. Пока на 26-27 учебные годы. Между тем, в Северо-Восточном федеральном университете состоялся круглый стол, посвященный вопросам трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в СВФУ обучаются 198 студентов с особыми образовательными потребностями. 29 из них имеют нарушение зрения, 33 слуха, 52 студента с ДЦП. Еще 5 передвигаются на колясках. Мероприятие проводится ежегодно с 2012-го. Несмотря на развитие инклюзивного образования, многие выпускники по-прежнему испытывают сложности при трудоустройстве. В ходе встречи представители университета, работодатели, общественные организации обсудили меры поддержки студентов и сотрудничества с предприятиями. У нас несколько каналов занятости есть, и в этом нам помогают наши партнеры. Это Центр занятости города, это ГКЗН, это молодежный кадровый центр. То есть мы работаем с партнерами, мы выходим на предприятия, организации, которые у нас задействованы в квотировании рабочих мест. С этого года начнем работу с Министерством предпринимательства именно по содействию, именно информирования наших студентов, выпускников. В Якутии этим летом состоится настоящий праздник ума и таланта. С 24 июня по 14 июля пройдут третьи международные интеллектуальные игры, где 200 очных участников и еще 400 школьников из разных стран и регионов России в онлайн-формате посоревнуются в знаниях по математике, физике, химии и информатике на Олимпиаде Туймада. Представят научные проекты на международной конференции, прокачают навыки в исследовательской школе. Напомню, на прошлых играх побеждали школьники из Румынии, Сингапура и Казахстана. Но сейчас давайте немножко попутешествуем. Когда говорят о Приморье, чаще вспоминается море и пляжи, но за фасадом туристических открыток скрывается настоящая машина времени. Блогер Иван Мамонов нашел способ говорить об истории края без скучных лекций. Его зрители узнают, чьими руками возводились целые районы находки, почему Владивостокские улицы носят те или иные имена, а еще что плавало в центре города в конце 80-х и какой маяк помнит корабли позапрошлого века. Это не краеведческий справочник, а живое путешествие в прошлое. Подробности в сюжете наших коллег. Вы точно слышали об острове Томящегося сердца, который находится за моей спиной. Но мало кто знает, почему он так называется. А ведь за этим названием стоит одна из самых красивых легенд Приморья. Не только легенды об островах, пляжах и бухтах Приморья. Иван Мамонов рассказывает и показывает своим зрителям множество интересных исторических фактов о крае. Например, как японские военнопленные строили находку, откуда возникли названия улиц Владивостока и что представлял собой плавучий дельфинарий, который появился в самом центре города в 1987 году. Знает он и историю появления одного из старейших маяков Дальнего Востока – Токаревского. В течение многих лет я путешествовал вместе со своими родителями, а также со своими друзьями по краю, общался с разными абсолютно людьми. И, наверное, это больше была какая-то детская такая забава, мечта, приключения, поиск каких-то интересных мест. И впоследствии это выросло в то, что я узнал, что многие просто не знают о них. И постепенно, когда я искал информацию, находил еще больше тех мест и историй, которые показывали бы край с той стороны, с которой его точно не знают. Творческий путь Ивана Мамонова начался в 2016 году, когда активно стал развивать свою страницу в соцсетях. Ее ведет и по сей день. Сейчас у тревел-блогера больше 66 тысяч подписчиков, которые с нетерпением каждую неделю ждут интересные факты о родном Приморском крае.
В 2012 году мне подарил отец первую мою камеру. Я тогда смотрел по телевизору передачу «За кадром» с Марком Подробинником, и она вдохновила меня на то, чтобы заниматься пейзажной съемкой. Все началось с полуострова Гамово, и первые свои снимки, когда я опубликовал во ВКонтакте, они многим понравились, и я понял, что хочу заниматься пейзажной съемкой. Постепенно Иван перешел с пейзажной съемки на видеоформат. Преданные подписчики тревел-блогерам даже подсказывают, какие еще интересные локации, о которых точно мало кто знает. Один из последних видеорассказов получился с места крушения самолета Ту-95РЦ под Владивостоком. Катастрофа произошла недалеко от населенного пункта. И в одном из материалов прямо сказано, что экипаж фактически увел самолет от села, не дав машине упасть на жилые дома. Сейчас Иван Мамонов разрабатывает свою платформу в интернете, с помощью которой можно легко находить интересные места на карте или получить историческую справку по каждой точке. Ну а главная цель всегда одна – влюбить в уникальное Приморье как можно больше его жителей и гостей. Арина Дутова, Сергей Тулатеев, «Панорама». Иван Мамонов отправил нас в путешествие по прошлому Приморья, превратив свой видеоблог в настоящую машину времени. Ну, а мы приглашаем вас в другое путешествие, книжное. Оно тише, но не менее увлекательное. Рубрика «Книжная полка» посоветует к прочтению очередной шедевр. Доброе утро. Этот автор не нуждается в представлении, а его книги тем более. 451 градус по Фаренгейту Рэя Брэдбери – это история, где в мире запрещены книги, а роль пожарных заключается не в тушении огня и пожара, а наоборот, в сжигании страниц и книг. Главный герой Гай Монтек живет в мире экранных стен и бесконечного шума, пока одна встреча не приведет его к мысли и к одному очень интересному, но простому и важному вопросу: а счастлив ли он? Почему эту книгу стоит прочесть или перечитать, если вы уже ее читали сегодня? Потому что Рэй Брэдбери очень четко предсказал наше с вами время. Это наушники, ракушки, это зависимость от гаджетов, это стремительный темп жизни, за которым мы теряем способность просто думать. Эту книгу стоит прочесть каждому, хотя бы для того, чтобы понять, к чему мы можем прийти, если мы перестанем ценить книги и знания. Эта книга не просто фантастика, это очень эмоциональное и искреннее напоминание о том, как важно сохранить в себе искру человечности и критическое мышление. Если вы ищете книгу, которая оставила бы след в душе и как-то иначе, возможно, взглянуть на наш смартфон, то я рекомендую начать именно с этой классики. Ждем вас в нашей библиотеке за этой и за другими важными книгами. Доброе утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Вы как раз вовремя. С сегодняшнего вторника в нашем эфире «Утро Якутии» будет проходить ювелирная игра. И мы будем дарить вам не просто украшение, а настоящий серебряный талисман от ювелирного якутского дома «Керге». Талисман успеха, который принесет вам удачу в делах и хорошее настроение. Условия участия: чтобы получить этот подарок, вам нужно выполнить всего 2 простых шага. Первый шаг: вы должны быть подписаны на наши соцсети. Это телеграм-канал «Утро Якутии» и нашу группу в Максе. Ну а второй шаг – ответить на вопрос в комментариях под последним постом в телеграм-канале сегодня. Вопрос звучит так: назовите одно качество, которое, по вашему мнению, помогает человеку достичь успеха. И как мы выберем победителя? Сегодня вечером среди подписчиков соберем все ваши ответы. Ну а затем с помощью генератора случайных чисел выберем одного счастливчика. Переходите по QR-кодам на наших экранах и оставляйте ваши комментарии. Желаем всем удачи. Конечно, всем удачи и хорошего настроения. Все зависит только от вас. Ну а пока в нашем телеграм-канале много полезного, порой утром за завтраком многие дети смотрят не в тарелку, а в экран смартфона по другим причинам. Лайки, донаты, скины в играх – это виртуальные деньги, и улетают они очень легко. Ну а вот настоящие зачастую деньги дети считать не умеют. Как переключить ребенка с бесконечного скроллинга на первую финансовую цель? Научить распределять и считать первые собственные деньги? Поговорим в нашей рубрике «Дела семейные».
утро, Якутия! Сегодня в рубрике «Дела семейные» мы с вами поговорим о том, как научить ребенка распределять финансы. В целом можно сказать, что финансовая грамотность – это один из самых ценных подарков, который можете вы сделать своему ребенку. Научить финансовой грамотности – это не про теорию, это про практику. Лучше всего дети учатся на своем собственном опыте и на своих собственных наблюдениях. То есть таким образом под вашим руководством дети смогут поэтапно научиться распределять свои финансы. Первый этап – это дошкольный возраст, то есть это примерно от 3 до 6 лет. В это время ребенок должен понять, что деньги – это средство обмена. То есть деньги нам необходимы именно для того, чтобы их поменять на какие-то продукты, например, на какие-то товары. Да? То есть здесь в игровой форме мы можем с вами прям играть с ними игрушечными деньгами или настоящими деньгами. А также мы можем с вами в магазине дать ребенку деньги для того, чтобы он сам заплатил и получил сдачу. Здесь очень важно не использовать банковскую карту, потому что ребенок не понимает, откуда на этой карте появляются деньги. В это время первым инструментом финансовым может появиться детская копилка. В эту копилку можно будет складывать какую-то мелочь, деньги, которые принесла зубная фея, да, и таким образом ребенок уже будет складывать и понимать, что вот у него есть какой-то первый банк. Второй этап – это младший школьный возраст. Вот здесь у нас уже появляются первые карманные деньги. Здесь самое главное не размер этих денег, а именно регулярность. То есть вы можете договориться либо раз в неделю это делать, либо каждый день выдавать определенную сумму денег. Да? И здесь ребенок уже учится планировать. То есть у него есть уже определенная сумма, которую он должен распределить, например, на неделю. Здесь уже помогаем, объясняем о том, что там булочка стоит, там, грубо говоря, 50 рублей, да, что у него еще остается там сколько-то денег на то, чтобы потратить их там, в течение недели. Также здесь уже можно будет открывать первые банковские карты. Ребенок уже будет понимать, то, что у него есть карточка, что там есть определенный лимит, он может спрашивать. Здесь уже можно будет устанавливать приложение на телефон, потому что обычно в этом возрасте у детей уже появляются свои собственные гаджеты. Можно будет устанавливать приложение там, где ребенок будет отслеживать баланс. Следующий этап – это подростковый возраст, примерно от 11 до 16 лет. В это время мы уже увеличиваем ответственность и переходим к более сложным решениям. Как происходит увеличение ответственности? То есть в это время лучше перейти на то, чтобы карманные деньги выдавались раз в месяц. В этом возрасте уже можно с ним обсуждать «хочу» и надо. То есть тут уже учимся расставлять приоритеты. То есть хочу именно сейчас, особенно когда ребенок получает, то есть сразу там крупную сумму денег, у него будет первое желание пойти и сразу же потратить, купить там то, что он давно хотел, например, да. А также есть надо, то есть то, которое все-таки ему необходимо будет в течение месяца на его какие-то базовые потребности. Также в это время мы можем включать какие-то подработки. То есть тут, допустим, дети очень часто сейчас делают какие-то несложные дизайны, например, какие-то цифровые контенты, и за это они получают дополнительные деньги. Здесь уже можно будет в этом возрасте углубляться в такие темы, как кредитование, инвестиции, то есть мы уже переходим на более такие глубокие финансовые инструменты, и каким образом они могут помочь, если правильно их использовать в жизни. И четвертый этап – это старшие подростки, то есть от 16 до 18 лет – это уже подготовка к взрослой жизни. То есть здесь мы с вами говорим не только о доходах, но и расходах. То есть учимся планировать, также составлять расходы. И здесь мы уже включаем какие-то крупные покупки, то есть учим детей именно копить на крупные цели. И также очень важно здесь говорить о финансовой безопасности. Здесь мы это прямо очень активно подчеркиваем. И также в этом возрасте нужно говорить именно о финансовой безопасности. Особенно это важно сейчас в нашем цифровом мире. То есть здесь мы рассказываем о фишинге, о кибермошенничестве, о том, как важно надежно хранить пароли. И вообще в целом уже говорим о том, как обезопасить себя и как не попасться на какие-то уловки. То есть ваша задача не вырастить маленького бухгалтера, да, который владеет всей финансовой грамотностью. Да. Ваша задача заложить здоровые финансовые привычки в своего ребенка. И здесь все способы хороши. Играйте со своими детьми. Очень много хороших игр, там монополия, кэшфлоу, там, где дети учат терминологию, учат понимать вообще, как происходит инвестирование, каким образом происходит накопление. Да? Это отличный способ для того, чтобы весело с семьей провести время и при этом еще и полезно.
С 1 июня в России начнет действовать новая мера поддержки семей с детьми – ежегодная семейная выплата. Это новая поддержка для семей с детьми, с помощью которой можно вернуть семье часть уплаченного подоходного налога на доходы физических лиц. Ну, проще говоря, НДФЛ. По сути, это возврат части подоходного налога, который вы заплатили с зарплаты. А кому положено, как получить и сколько денег можно вернуть. Сегодня мы поговорим с Надеждой Дмитриевой, главным специалистом, экспертом отдела организации установления выплат семьям с детьми отделения Социального фонда России по Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите поподробнее о ежегодной семейной выплате, кто имеет на нее право. Во-первых, это новая мера социальной поддержки, да, как уже сказали. Ежегодная семейная выплата, она предоставляется гражданам Российской Федерации. И обязательным условием является наличие 2 и более детей в семье. И дети должны быть гражданами Российской Федерации также. И заявитель должен проживать постоянно на территории Российской Федерации. Да? И также обязательным условием является, заявитель должен являться налоговым резидентом также Российской Федерации. И, то есть доход за 25 год должен быть уплаченный налог, да, НДФЛ. И также оценивается, то есть критерии оценки идут доходов, имущества. Это основные условия. А как считаются доходы и как оценивается имущество семьи? То есть непонятно, вроде бы все написано, а как это происходит? Это у нас мера социальной поддержки, она аналогична единому пособию. Мы также выплачиваем единое пособие, да, устанавливаем. И оценка нуждаемости семьи происходит, будет аналогично именно единому пособию. То есть это, получается, учет доходов всех членов семьи, учет недвижимого, движимого имущества. Например, учет доходов. Если в едином пособии у нас по расчетному периоду, да, то есть от месяца подачи заявления зависит расчет, какой период будут учитываться доходы. А сейчас в новой ежегодной семейной выплате расчетный период он 1, то есть за все полные 25 год. То есть учитываются доходы, полученные за предыдущий год. Да? Всех членов семьи учитываются трудовые доходы, в том числе доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, пособия, точно так же, как в едином пособии. Да? А имущество также, то есть если в семье есть от 2 и более квартир, то на одного члена семьи оно не должно превышать 24 квадратных метров. А если есть 2 и более жилых домов, то есть частных домов, да, то квадратура должна не превышать 40 квадратных метров на каждого члена семьи. И также движимое имущество в семье допускается только 1 автомобиль, но допускается наличие 2 автомобилей, если семья многодетная, либо есть член семьи инвалид. Да? А скажите, а как можно определить 1,5-кратную величину среднедушевого дохода семьи? Да, кстати, если в едином пособии у нас целый 1 прожиточный минимум на душу населения, да, допускается иметь доходы на каждого члена семьи, то в новой выплате у нас критерий оценка доходов, да, происходит, учитываются доходы, и эти доходы не должны превышать 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения. Это по первой северной зоне где-то примерно 46 тысяч рублей, да, на каждого члена семьи, и по второй зоне это 39 тысяч рублей не должно превышать. И да. Примерно расчет понятен. Выплата полагается каждому родителю по отдельности, то есть каждый родитель может получить выплату. Да. То есть, если в семье и мама, и папа уплачивали НДФЛ в 2025 году, то они оба могут подать заявление на выплату. А если только один родитель? Если только один родитель уплачивал НДФЛ? Нет, вообще в семье один родитель. Если родитель является единственным, да, родителем детей, то он также может подать заявление, да, он также имеет право. Если он оплачивал НДФЛ, конечно же, да, это является основным условием.
Мало есть возможность. Скажите, а учитывается ли эта выплата при расчете доходов для других пособий? Например, при установлении вот единого пособия, да, данная выплата не учитывается, но при вот установлении ежегодной семейной выплаты учитывается именно пособия, выплаченные вот на единое пособие. То есть они будут включены в расчет. А так сама ежегодная семейная выплата, она не будет учитываться. Могут ли родители получить выплату, если в течение года у них были периоды, когда они не получали доход? Ну, например, там отпуск по уходу за ребенком, ну или еще какие-то периоды? Ну, основным условием, как я сказала, уже является уплата НДФЛ, да, за 2025 году. То есть, ну, расчет размера выплаты, она зависит индивидуальная же. У каждого, ну, от дохода зависит, сколько платили налог. Поэтому, если вообще не было, да, уплаты налога в 2025 году, то, соответственно, выплата и не будет производиться, ну, то есть не будут иметь права. Ну, например, как рассчитывается, да, размер выплаты, скажу. Если у заявителя трудовой доход составил в 2025 году 1 миллион рублей, да, это 13% у нас получается 130 тысяч рублей, и 6% это у нас, скажем, льгота, да, льготные условия для получения, ну, для расчета размера выплаты. Это на 6% будет 60 тысяч рублей, да, и выплачивается разница и между 13% и 6%. Значит, если у человека, гражданина, будет доход, трудовой доход именно 1 миллион рублей, это примерно, да, он примерно получит 70 тысяч рублей. Это от каждого и зависит от каждого дохода. Ну, теперь все понятно. Ну, и, возможно, у наших зрителей еще остались вопросы. И самое главное, наверное, когда и как можно подать заявление на эту ежегодную семейную выплату? Заявление можно будет подать вот с 1 июня, да, и до 1 октября. То есть последний месяц подачи, последний день подачи заявления, это у нас 30 сентября. И заявления могут быть, ну, уже это у нас выплата ежегодная, да, вот, и в течение 4 месяцев в этом году можно будет подавать заявление. И расчетный период, он не меняется, как и в едином пособии, то есть с каждым месяцем учет доходов, расчетный период не новый, а один и тот же будет. Поэтому подавать заявление только в июне и, ну, скажем так, можно подавать и на 4 месяца, да в течение 4 месяцев. Спасибо большое. Очень интересно, какие изменения. И главное, теперь все более-менее понятно, как это все считать. Но изменения в социальной поддержке приятные, а изменения в орфографии тоже приятные. Правда, вторые освоить сложнее, чем подать заявление на выплату, но мы поможем вам в рубрике «Говорим правильно». Сегодня ведущая Анна Шкатуляк расскажет о том, как происходят изменения в орфографии русского языка. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами продолжаем разговор о сложностях, ну или странностях русского правописания. Иногда нам кажется, что эти правила буквально были всегда. Они были, есть и будут. Но на самом деле это не так. Даже в такой устойчивой системе, как орфография, могут быть изменения. Ну, давайте по порядку. Уже 70 лет тому назад был утвержден свод правил русской орфографии и пунктуации, согласно которому мы до сих пор выбираем правила, по которым мы пишем ту или иную букву или слово, или то правило, по которому мы ставим тот или иной знак препинания. Однако уже за 70 лет, конечно, язык значительно изменился, и правила, утвержденные в 1956 году, значительно устарели. Так выявилось их несоответствие правилам и принципам русского письма, а еще несоответствие тому новому, что было выявлено в самом русском языке русистикой. Поэтому
правила постепенно меняются. Это ведется планомерная, не очень заметная для нас работа. Но мы ее замечаем, если наблюдаем за тем, как мы пишем слова. Например, слова исключения «заревой», «зарянка» и «заревать». Когда еще я училась в школе, эти слова были исключения. Их нужно было запомнить, и они не подчинялись общему правилу выбору гласных букв в безударных корнях с чередованием зор-зар. А сейчас эти слова перестали быть исключениями и подчиняются общему правилу. И в безударной позиции в них, согласно правилу, пишется буква «А». Заревой, зарянка, заревать. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Интересные изменения, да? Но вообще, скоро приближается лето и приближается международный праздник День защиты детей. И летние каникулы – самое любимое время для детворы. И как никогда вовремя в Устнерском доме культуры «Металлург» состоялась премьера детского спектакля «Праздник непослушания». Это поучительная и, самое главное, никогда не стареющая история для непослушных детей и потерявших терпение родителей. Сказочное приключение по знакомой с детства повести Сергея Михалкова предлагает всем задуматься о своем поведении в веселой театральной форме. В спектакле принимают участие дети, занимающиеся в народных коллективах театра, цирковой студии и танцевального ансамбля «Золотинка». Итак, одним прекрасным утром заветное желание детей об исчезновении из города всех взрослых чудесным образом исполняется. Больше никаких запретов. Можно все. Мы решили оставить вас одних. Никто не будет больше делать вам замечания. На праздник праздник непослушания! Ура! Ура! Однако через некоторое время становится ясно, что все не так уж и прекрасно. Я играл в роли главного героя малыша. Ты был ужасным ребенком? Я был ужасным ребенком. Я непослушный ребенок был. А в жизни ты послушный ребенок? Ну, и да, и нет. А твоя мама тебя может так запереть и все забрать, отнять? Нет, меня она так не может. Почему? Потому что она меня сильно любит. Я играла роль булочки в спектакле «Праздник непослушания». Нам надо было показать, как важно быть послушным ребенком, и что мы поняли, как тяжело без родителей. Некоторым было поначалу тяжело, но все со временем привыкли, и все вышло хорошо. А больше всего тебе какая сцена нравится? Сцена, где мы все накурились и как раз-таки поняли тогда, осознали то, что без родителей нам тяжело, и надо быть послушными. Случайно оставшийся в городе циркачка Фантик помогает ребятам все осознать и вернуть взрослых в город. Ведь как бы родители и дети не конфликтовали, каждая из сторон всегда должна помнить, что мамы, папы, нам без вас все равно, что вам без нас. Тематика спектакля была выбрана очень актуально. И, надеюсь, дети, посмотревшие этот спектакль, примут к сведению, что может случиться, если они будут дальше не слушаться своих родителей. А так мне спектакль очень понравился, очень красочный. Дети были представлены с разных кружков нашей Уснеры. Это и цирковая студия, и «Золотинка», и театральная группа. И очень приятно, конечно же, видеть и своих детей на сцене, которые принимают участие в такой культурной жизни, хоть небольшого, но нашего поселка, в котором любое культурное мероприятие для нас – это как воспитательный процесс у детей. И поэтому всегда очень мы будем приветствовать и очень рады будем посмотреть новые спектакли с участием наших детей. В
празднике непослушания дети и родители в конце концов поняли друг друга. А ведь иногда так хочется понять того, кто вообще не умеет говорить. Особенно если это кто-то ждет у двери с поводком или требует вкусняшку посреди ночи. Ну, китайские разработчики, кажется, на шаг приблизились к разговору с домашними питомцами. Один стартап представил устройство на базе нейросети, которое переводит лай и мяуканье в человеческую речь. Гаджет крепится на ошейник, на лету анализирует звуки животного и выдает на смартфон готовые фразы. Например, «хочу гулять», «хочу есть» или «погладь меня». Разработчики обещают, что точность перевода почти 95% и уверяют, что система способна распознавать до 20 разных эмоциональных состояний питомца. От радости до страха. Устройство также оснащено GPS, чтобы не потерять кошку или собаку на прогулке. Предзаказы уже стартовали, цена около $118 или примерно 8,5 тысяч рублей. В топе собачьих фраз, по данным создателей, лидируют «хочу гулять» и «хочу есть». Правда, в сети уже появились скептики. Многие сомневаются, что искусственный интеллект действительно способен понять животных лучше, чем внимательный хозяин. Но желающих проверить тысячи. Слушай, ты как относишься к такому интересному гаджету? Я, наверное, отношусь к скептикам, которые все-таки говорят о том, что, наверное, понять невозможно, и все-таки это какой-то там, знаешь, анализ эмоционального, как они пишут, состояния, но не всегда вот это радостное состояние говорит о том, что он там хочет гулять, да, перевозбуждение, может, просто радость прихода домой, допустим, хозяина. Поэтому, я бы с осторожностью подходила и все-таки основывалась на опыте знакомства со своим питомцем. Ну, в целом, хотелось бы отметить, что начало очень интересное, да, то есть вообще сам по себе стартап, потому что если будет дальше развиваться, как-то все эта технология будет обтачиваться, можно будет потом с полугавкания понимать своего питомца или с мяуканьем. Представляешь, какой ужас, он еще же генерирует речь. То есть, если раньше он просто бегал и гавкал, то теперь такой «хочу гулять». Ужас. Нет, я, пожалуй, обойдусь без такого умного ошейника. Так он может еще и заложить своего хозяина, мало ли что видел питомец. Да, развитие технологий вещь такая. Ну а прямо сейчас давайте перейдем к нашим коллегам, которые подготовили для нас самые актуальные новости. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. С 1 июня в России вырастут пенсии у нескольких категорий получателей. Тем, кому в мае исполнилось 80, и тем, кому впервые установили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата к страховой пенсии автоматически удваивается. Отдельная поддержка предусмотрена для неработающих сельчан с 30-летним стажем в агропрофессиях. Их фиксированная выплата повышается на 25%. Важно знать, в первых двух случаях соцфонд все сделает сам, а вот для перерасчета по сельскому стажу может потребоваться заявление и документы. Якутяне могут бесплатно пройти диспансеризацию и проверить состояние здоровья в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Обследование проводится в поликлиниках по месту жительства. Записаться на диспансеризацию жители Якутии могут по единому номеру телефона 122. Она представляет собой комплекс профилактических медицинских обследований, направленных на раннее выявление заболеваний, факторов риска и возможных нарушений здоровья. Своевременная диагностика позволяет начать лечение на ранних стадиях и повысить его эффективность. В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию необходимо проходить один раз в 3 года, а после 40 лет – ежегодно. В Москве 26 мая пройдет Всероссийский форум «Труженики села». Он проводится каждый год под эгидой Совет Федерации. Мероприятия форума пройдут на 2 площадках – в Совфеде и в Национальном центре «Россия». Участниками станут труженики села, делегаты из всех субъектов Российской Федерации. Этот форум является площадкой для открытого диалога между законодателями и жителями сельских территорий. В его рамках проходят пленарные заседания, страцессии и тематические круглые столы, посвященные комплексному развитию села, демографической политике, укреплению кадрового потенциала, развитию социальной инфраструктуры и поддержке агробизнеса.
6 профессиональных компетенций, 75 участников и 3 дня соревнований. 5-й корпоративный чемпионат «Лучший по профессии Алроса» пройдет в Мирном с 11 по 13 июня. За победу поборются водители БелАЗов и КАМАЗов, машинисты экскаваторов, электромонтеры и сварщики. Впервые в программу включили машинистов насосных установок. Сам чемпионат «Лучший по профессии» проводят в новом формате с 2022 года. Победители получают право представить Якутию на всероссийском уровне. В программе также запланированы встречи с руководством компании, экскурсии и концерт. У нас строго по положению это не более 2 участников от структурного подразделения. Один участник до 35 лет, другой старше 35 лет. И выходили несколько структурных подразделений о том, что у них больше народу хочет принимать участие именно в чемпионате. Торжественное собрание общественности, посвященное Дню Осохая, прошло в Якутске накануне. В нем приняли участие представители правительства, Якутское республиканское творческое общество Осохая и Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий. Участники обсудили проведение различных мероприятий к празднику, а также работникам, внесшим особый вклад в развитие Осохая, были вручены ведомственные награды и благодарственные письма. Напомню, праздник отмечается ежегодно 25 мая. Его учредили указом главы республики в сентябре 2023 года. Главная цель – сохранить и популяризировать традиционное исполнение якутского кругового танца. Финальным мероприятием Дня Осохая станет Добун Осохая здесь, в городе Якутске, на площади Жерникидзе, с участием всех желающих, жителей нашей республики и гостей. Конечно же, примут активное участие деятели культуры. Ну а Осохая в нашей республике развивается достаточно системно. Помимо конкурсов республиканских проводятся и иные мероприятия, телевизионный проект «Кюногохая», научные исследования, издания, ну и другие мероприятия. К этому часу это вся информация. До встречи в дальнейших эфирах. И от новостей мы перейдем к истории. 26 мая – это день, который объединил в себе науку, искусство и дни рождения потрясающих людей. Но пока мы пьем утренний кофе, давайте вспомним, чем знаменательно это число в истории, о главных событиях, юбилеях этого дня в нашей постоянной рубрике. На календаре 26 мая. Сегодня отмечают День российского предпринимательства. По народному календарю – Лукерия-комарница. На Лукерию-гликерию появлялись комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили, если на Лукерию много комаров, готовь по ягоды коробов. Если много мошек, готовь по грибы лукошек. Этот день в истории. В 1829 году русские моряки одержали победу в сражении у Босфора. В 1896 году учреждена медаль в память коронации императора Николая II. В 1913 году совершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь». В 1938 году заложен фундамент первого завода Volkswagen. В этот день родились в 1835 году Григорий Пушкин, русский офицер, младший сын великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В 1908 году Алексей Арбузов, советский драматург. В 1936 году родилась Наталья Горбаневская, советская поэтесса, переводчик, правозащитник. В 1938 году Людмила Петрушевская, советская и российская писательница, поэтесса, драматург. В 1951 году родилась Салли Райт, американский астронавт. Первая американская женщина-космонавт. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий. Это были главные даты и события этого дня в истории Якутии и не только. Ну а теперь о дате, которая не значится в календарях, но для многих могла бы стать самой важной в году. Сейчас в республике, как и по всей стране, проходит неделя отказа от табака. По статистике, в Якутии курят больше, чем в среднем по России. При этом 90% курильщиков хотели бы бросить, но пробовали и не смогли. Кто-то боится ломки, кто-то срывается на 3-м дне, а кто-то держится месяц, но в стрессовой ситуации снова берется за сигарету. Что на самом деле происходит с организмом, когда вы говорите «нет табаку»? Почему первая неделя самая важная и самая сложная? И как пройти через раздражительность, бессонницу и желание все съесть без срывов? Об этом поговорим с нашим
экспертом. У нас в гостях Татьяна Алексеевна, врач республиканского наркодиспансера. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Часто говорят, курить вредно для здоровья, но хочется подробнее понять, на самом деле, какой вред наносит курение здоровью человека. Курение человека, да. Если человек начинает курить, например, новичок, то через 7-10 дней у него появляется одышка, у него появляется сухость кожных покровов, у него появляется раздражительность, у него снижаются вкусовые рецепторы, снижаются тактильные рецепторы, учащенное сердцебиение. Те, кто курит у нас уже со стажем, у них фактически обостряется хронический бронхит, появляется такое, как название, бронхит курильщика, то есть это по утрам кашель с мокротой, эмфизема легких, атеросклероз, повышается артериальное давление, плюс к этому появляется риск заболевания раковыми, то есть рак гортани, рак горла, рак легких, и также повышается риск заболевания туберкулезной инфекцией. Звучит очень страшно. Если наш, например, зритель, решил бросить курить сегодня, с чего ему нужно начать? Нужно начать именно не с того момента, когда я завтра брошу, потому что завтра у нас это получается, может разойти на целый год. Нужно назначить день Д, например, понедельник после выходных. Перед этим нужно убрать все раздражители, то есть это у нас сигареты, это у нас пепельницы, зажигалки. Предупредить своих близких, родных, друзей о том, что он бросает курить, потому что ему нужна поддержка, а не нравоучение. То есть обезопасить себя, подготовить почву и уже начать. И нужно принять действительно решение, что я не пробую бросать, а я бросил. А что происходит в организме человека, который решил бросить курить на 1-й, 2-й, 7-й день отказа? Какие положительные изменения он уже заметит через неделю? На первый день у него снижается уровень углекислого газа, появляется легкая эйфория такая, он становится более такой легкий, но при этом к вечеру это все у него проходит, у него появляется раздражительность, появляется тяга, увеличивается. На 3-й день это у нас пик физической ломки, потому что здесь очищаются бронхи, начинается выделение мокроты, кашель с мокротой. Не нужно этого бояться, нужно это все, пересилить. Человек становится раздражительным, он плохо спит, у него все валится из рук. На 7-й день у нас фактически организм очистился от никотина, то есть физически. Вкус и обоняние у него появляются, обостряются, одышка уменьшается, кашель пропадает, и он начинает дышать полной грудью. И здесь появляется за себя такой я неделю продержался. Главное, эту эйфорию нужно сохранить, и чтобы дальше был такой же эффект. А что можно сказать человеку, который курит 20 лет и говорит, уже поздно бросать, легкие не восстановить? Это действительно так или организм все-таки способен на восстановление? Конечно, это миф, это ложь. Организм способен на восстановление. Например, через год у него уже снижается риск заболевания инфарктами, инсультами. Через 5 лет у него снижается риск заболеваниями раковыми, такими как рак горла, гортани, легких, как я говорила уже выше. Организм начинает восстанавливаться. Конечно, он не вернется до курения, до такого состояния, но дышать станет легче. Говорят, что резко бросать курить вредно. Так ли это? И есть ли категория людей, для которых это правда, нужно делать постепенно? Резко бросать курить – это миф для здоровых людей. Лучше бросить резко, чем постепенно, потому что при постепенном снижении у нас получается так, что наоборот срыв намного больше и чаще. Кому нельзя бросать резко курить? Это те, кто перенес недавно инсульты, инфаркты, тех, у кого нестабильная стенокардия, тех, у кого переходящая гипертония, те, кто болеет сахарным диабетом тяжелой степени. Им они должны обратиться именно к врачу, к наркологу, для того, чтобы им назначили никотинозаместительную терапию.
Ну так, какие самые частые, ну, так называемые поломки случаются в первую неделю? Это сон, раздражительность или, например, жор. Как с ними можно справляться без срывов? Раздражительность у нас получается так, что мы же предупредили своих родственников, то, что вот я бросаю курить, я буду раздражителен, но я буду раздражителен не на вас, нужно предупредить, я буду раздражителен именно на сигарету, которую я бросил. При повышенной раздражительности, вот когда пик начинается агрессии, это нужно просто встать, сделать 10 быстрых приседаний, потому что именно физическая нагрузка, она снижает адреналин. Вот. При бессоннице лучше всего за 2 часа сделать себе теплую ванну успокоительную с лавандой, с ромашкой, чай успокоительный, тот же самый с ромашкой. Но после 3 часов никакого кофеина. Вот. Жор, он появляется почему? Потому что когда никотин, он подавляет голод, и здесь у нас убыстряется метаболизм. Поэтому вместо того, чтобы вот заедать это все, лучше приготовить морковку, сельдерей, приготовить жесткое яблоко, чтобы ваш рот был чем-то занят. И плюс низкие калории. И при приступах голода пить воду. Угу. Ну вот что делать с руками, которые привыкли держать сигарету, что что-то во рту вечно есть? Вот с такими привычками как бороться и что вы посоветуете? Ну вот, например, с руками. Взять, например, эспандер. Нужно просто разжать, сжать. Простые вот эти вот движения, они плюс к этому можно взять антистрессовую игрушку. С ртом что нужно делать? Как я и говорила выше, просто взять морковку погрызть, яблоко погрызть, семечки. Ну, достаточно просто. Да, как будто бы все просто. Большое вам спасибо. Я думаю, что мы подтолкнули многих наших зрителей и будем очень рады этому. Ну, а на этой ноте мы завершим наш эфир и увидимся с вами завтра. До новых встреч.